На фестивале были презентованы ковры, некоторым из которых более 100 лет. Многие образцы сотканы вручную и переданы из поколения в поколение. Участники фестиваля отмечают, что такие мероприятия помогают сохранять традиции и обычаи. Это возможность для всех народов, проживающих в Молдове, показать свою неповторимую идентичность. Конечно, это очень важно, потому что участие в таких фестивалях мы открываем новые странички, мы ищем, конечно, новые образцы культуры, мы сохраняем нашу культуру, мы продвигаем ее, мы передаем нашей молодежи те крупицы искусства и культуры, которые собирали наши дедушки, бабушки, которые наши родители нам передали. Конечно, это очень важно, участие в таких фестивалях. На такому фестивалі кожен може представити свою культуру. В Молдові вона багатонаціональна, проживають багато народностей. Болгари, українці, гагаузи, молдавани, ромали – багато. І такий фестиваль дає можливість кожному показати свою культуру. Тому що в нас потихеньку забувають вже свою культуру. І от на таких фестивалях ми зберігаємо свою культуру, ми показуємо традиції, ми розказуємо, що значили ці квіти, ці кольори. На фестивале нередко можно было встретить участников, чьи изделия связаны с историей их семей. Это наша семейная реликвия, это наш ковер. Ему 50 лет. Значит, этот ковер моя бабушка подарила маме моей на 16-летие. Ковер этот они заказывали в селе Димитровка, которое находится на Украине. Этот очень красочный, красивый ковер состоит из 3 рядов роз. Розы, они символизируют действительно чистую красоту девушек, будущих невест, поэтому такой он красочный и красивый. Мы его храним, и я очень надеюсь, что в 16 лет я могу подарить своей дочери, когда ей исполнится 16 лет, чтобы я тоже продолжила традицию и подарила ей этот ковер. В фестивале приняла участие и башкан Гагаузии Евгения Гуцул. Она отметила, что данный фестиваль – возможность для каждого прикоснуться к гагаузской культуре. Мне особенно приятно видеть на этом событии не только жителей автономии, но и гостей из других регионов нашей страны. Фестиваль национального ковра – это прекрасная возможность узнать больше о гагаузах, прикоснуться к удивительной культуре и самобытным традициям нашего народа. Сегодня вы не увидите 2 одинаковых экспоната. У каждого ковра свой неповторимый орнамент. Исследователи находят у наших ковров символы восточной, славянской, латинской культуры. Наши предки активно контактировали с соседними народами. Разные культуры вступали во взаимодействие, взаимно обогащались, поэтому гагаузские ковры так красивы и оригинальны. Примар села Гайдары Илья Киосей выразил надежду, что такие фестивали станут примером для молодежи, и они также будут беречь и продвигать гагаузскую культуру. Я надеюсь, что и в дальнейшем эти традиции старые возобновятся. Я надеюсь, что сегодня мы показываем на высоком уровне весь процесс изготовления ковра. И эта молодежь, что-то здесь, им это запомнится. Я думаю, что продолжат это наше дело, чтобы это дело никогда не забылось, чтобы оно продолжалось, потому что оно должно жить. Начальник Главного управления культуры Гагаузии Марина Семеновна рассказала, какова главная цель проведения данного фестиваля. Главная цель этого фестиваля – это популяризация наших традиций, обычаев, связанных с ковроткачеством. Ковры, наши национальные ковры – это душа нашего народа. Поэтому продвигать эти традиции – это, конечно, наша задача. Сегодня, к сожалению, мода диктует свои права, и ковроткачество практически уже осталось в истории. Но в селе Гайдары есть такой живой музей ковроткачества, где эти традиции популяризируются, где хранятся, где обучают этому ремеслу молодое поколение. Поэтому именно здесь, в этом селе, проходит этот красивый фестиваль. Мероприятие проходило возле восстановленной старинной ветряной мельницы. Также гости ожидали ярмарки, дегустация гагаузских блюд традиционной кухни и праздничный концерт. Олег Дулугла, Леонид Афонос, ГРТ Новости.